Здравствуйте! В эфире информационная программа «Амши-Ушара». И сегодня в выпуске. В Сухуми презентовали проект гостиничного комплекса с российскими инвестициями. Гостиничный апартаментный комплекс «Москва-Резорт» стоимостью 20 миллиардов рублей планируется открыть в Пицунде. Союз журналистов подвел итоги конкурса «Победим вместе COVID-19» среди СМИ Абхазии. Были отмечены журналисты, освещавшие тему борьбы с коронавирусом. Подарить радость и заботу тем, кто нуждается. В преддверии новогодних праздников в Абхазии прошли несколько благотворительных акций. В Сухуми презентован проект гостиничного комплекса с российскими инвестициями. Гостиничный апартаментный комплекс «Москва-Резорт» стоимостью 20 миллиардов рублей планируется построить в Пицунде. На презентации присутствовали президент Аслан Бжаня, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты парламента. Российскую делегацию возглавил бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Подробности в репортаже Алики Трапш. Инвестиционный проект «Москва-Резорт» в Абхазии будет располагаться на первой береговой линии Черноморского побережья и включает рощу пицунской реликтовой сосны. Такое уникальное сочетание позволяет обеспечить размещение пятизвездочного гостиничного комплекса с живыми апартаментами. Площадь застройки 45,4 гектара, из которых 28,9 гектаров предусмотрено под гостиничный комплекс. На территории комплекса «Москва-Резорт» будет располагаться 47 вилл, эко-отель на более чем 600 номеров, 1305 апартаментов, различные спа, рестораны, бассейны и прочая инфраструктура. Что может сделать ответственный инвестор, чтобы не испортить, а обогатить этот уникальный уголок земли? Конечно же, сохранить природу. Озеленение фасада гостиничного комплекса предусмотрено в виде вертикального сада. Нам Абхазия нравится. Мы считаем, что этот проект должен вписаться в совершенно климатическую зону, чтобы не было это просто бетон, а это будет гостиница абсолютно вся зеленая. И, конечно, это будет создавать определенную привлекательность для отдыхающих, для туристов. Объем инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. Это очень серьезный объем. И у нас есть уже договоренности и с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение 3 лет это будет порядка 1500 рабочих. Гостиница чуть более 700 мест, и рядом будет построен также, так сказать, апартаменты на 1000 мест. Объем налогов в течение 10 лет будет порядка 5 миллиардов рублей. Только туристический оборот порядка 150 тысяч человек в год. То есть это, конечно, прибавит совершенно серьезный объем туристов со всех уголков, я очень надеюсь, и бывших стран СНГ. Мы очень рассчитываем, что к нам приедут и белорусы, и казахи, и отчасти, может быть, и Украина приедет. Мы всех ждем, всех будем вместе с вами, будем рады. Депутатский корпус, вы все настроены на эту большую совместную работу. И я очень надеюсь, что таких отелей, которым мы займемся в ближайшее время, с вашего благословения, их будет не 1 и не 5, как в Турции, а минимум 50. И тогда миллионы туристов вспомнят об Абхазии, вернутся сюда и будут наслаждаться отдыхом. А в Абхазии появятся рабочие места и, конечно, серьезная налоговая база. Над инвестиционным проектом «Москва-Резорт» работали европейские архитекторы из первого десятка. Один из них, архитектор из Италии Рокко Валентини, имел возможность презентовать гостиничный комплекс «Москва-Резорт» онлайн. Все объекты, которые будут находиться на территории, будут связаны между собой, и главное преимущество в том, что они все будут иметь выход к морю. Некоторые здания будут выходить и к озеру, и к лесу. При этом со всех номеров будет открываться потрясающий вид. Объект «Москва-Резорт» будет вводиться поэтапно. Будет задействована большая проектная группа. На данный момент, как сказал наш руководитель, нет объектов даже в России подобных, но тем не менее. Проектный офис, как я сказал, сформирован. На данный момент рассчитывается 22 человека. К концу 2022 года он будет насчитывать порядка 80 человек. На период строительства будет привлечено 1500 человек в пике рабочих, которые будут работать здесь, которых нужно размещать, кормить, обслуживать. Это тоже дополнительная
инвестиция. Обслуживать 700 номеров и 1300 апартаментов будут 1500 человек постоянного персонала, которые будут также находиться на территории Абхазии постоянно. Мы очень надеемся на приток кадров из Абхазии, которые славятся своим гостеприимством. Для того, чтобы подготовить этих людей, мы создаем школу, которая будет обучать и выпускать людей сервисных профессий. Есть три важных фактора, которые необходимо отметить при реализации этого проекта. Первый, который беспокоит всех, а в состоянии ли мы это сделать? Да, потому что ровно за границей мы реализуем аналогичный проект, который на сегодняшний день построен уже на 30%, а стартовали мы только в начале года. И этот проект не просто международный, в этом году он занял все премии, то есть 3 из 3 возможных премий на международном уровне в Лондоне European Property Awards. Поэтому опыт реализации этих проектов и по скорости, и по инфраструктуре, и по объему у нас есть. И мы делаем их на международном уровне. Второй вопрос. А сделали мы с вами уже хоть что-то для того, чтобы этот проект продвинулся? И здесь вот Александр Николаевич подчеркнул, и я отдельно хочу поблагодарить представителей правительства Абхазии. Кристина Константиновна, извините, просто вас персонально. 2 программных документа и соглашение об особом режиме инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия и важнейшая программа, которая реализуется под руководством президента, говорит о гармонизации отношений, правовых отношений между Россией и Абхазией. Это те 2 фактора, те 2 фундамента, которые уже строятся. И если мы их построим, уверяю вас, это вопрос не наш. Это вопрос инвестиционного базы и фундамента, который будет создан в Республике Абхазия. Спасибо за то, что уже сделано. Ну и третий фактор. Мы должны отчетливо осознавать, что не завершив эти проекты, не доведя их до конца, мы не сможем ни финансово, ни инфраструктурно, ни экономически обосновать реализацию здесь крупных масштабных проектов. Это большущая работа, и синхронизировать ее сейчас на всех этапах – это важнейшая задача для нас всех. Мы открыто идем на этот проект, понимаем, что у нас есть опыт, понимаем, что у команды президента есть желание, возможности и силы для того, чтобы все это изменить. И мы, несмотря на все те риски, которые нам прогнозируют, мы говорим, что мы обязательно этот проект реализуем, потому что он не может быть не сделан. Премьер-министр Александр Анклав поддержал проект, отметив, что без серьезных инвестиций самостоятельно сдвинуть с точки абхазскую экономику невозможно. Мы сегодня находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Так вот, правительство Абхазии говорило, говорит и будет говорить, без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Мягко говоря, это околонаучные разговоры. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан. И поэтому то, что сегодня предлагается, то, о чем здесь вы говорили, уважаемый Александр Николаевич, ваши коллеги, это достойно уважения прежде всего. Во-вторых, это достойно срочной поддержки. И я уверен, это наше общее консолидированное мнение. По-другому ничего не получится. Надо будет думать о том, где взять 300 миллионов ежемесячно на выплату пенсии нашим гражданам. Где взять пенсионному фонду в год 1 миллиард с лишним на выплату абхазских пенсий и пособий. И многое другое. Это взять из безвоздушного пространства невозможно. Это может сделать инвестор, который согласится на наши условия, и мы согласимся на его условия. Я бы очень хотел, чтобы следующий проект аналогичный звучал на территории Восточной Абхазии. В Восточной Абхазии не менее красивые места, не менее привлекательное море, не менее красивые горы.
Президент Аслам Жани отметил, что инвестиционный проект «Москва-Резорт» является беспрецедентным по своим масштабам на территории Абхазии. То, что вы услышали, очень убедительно. Александр Николаевич, мы пригласили руководителей правоохранительных органов. Они плохо знакомы с этой темой. Я хотел, чтобы коллеги в погонах прониклись всей серьезностью и необходимостью реализации данного проекта. Абсолютно убежден в том, что на всех этапах реализации данного проекта будет обеспечена безопасность всех участников. Правила, которые будут выработаны, они будут для вас неизменны. Большинство наших граждан такие подходы разделяют и поддерживают. Есть определенное количество людей, которые с чем-то не согласны, они тоже имеют право на высказывание своей точки зрения. Мы абсолютно убеждены в том, что делаем то, что необходимо и актуально. Поэтому я хотел бы всех поблагодарить. Будьте здоровы, счастливы и успешны. Строительство инвестиционного проекта «Москва-Резорт» будет начато в 2022 году и завершится в течение 3 лет. Алика Трапш, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Савмен передал Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств. Глава государства выразил слова глубокой благодарности за оказанную поддержку и помощь. «Мы ценим ваше внимание и человеческое тепло по отношению к народу Абхазии», отметил президент Аслам Жани. Жани и Савмен обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также ряд других вопросов. Напомним, что Хазрет Савмен уже 3-й раз оказывает солидную помощь республике. На сегодняшний день она составила 150 миллионов рублей. Аслам Жани и Хазрет Савмен обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба главы государства. Союз журналистов подвел итоги конкурса «Победим вместе COVID-19» среди СМИ Абхазии. Бойцов информационного фронта журналистов наградили за материалы о борьбе с коронавирусом. Без внимания не остались и люди, которые не имеют отношения к журналистике, но внесли большой вклад в противодействие COVID-19. Задача журналиста – предоставить достоверную, точную и понятно изложенную информацию. Во времена глобальных кризисов эта роль становится еще более важной. «Победим вместе COVID-19» – творческий конкурс, объявленный Союзом журналистов Абхазии после 2-летнего перерыва. На этот раз решение принимало не экспертное жюри Союза, а редакции ведущих СМИ республики. Каждая редакция сама определяла и предлагала лауреатов. Журналисты лично, рискуя, учитывая вот эти все нюансы, связанные с нашей действительностью, сделали все, и сделали все профессионально, и сделали все оперативно, чтобы обеспечить, выполнить свой профессиональный долг. Мы успели эту площадь, эту область, очень сложную область для нас, для журналистов, освоить. В номинации «Телевидение» первые премии и денежные призы присуждены корреспондентам АГТРК, нашим коллегам Сарье Кварацхелия и Гугоце Вардания. За плечами этих хрупких девушек десятки репортажей из ковид-госпиталей. Бок о бок с операторами они не раз бывали в красной зоне, общались с тяжелобольными. Второй премии денежного приза удостоена информационная служба телекомпании «Абаза ТВ». За 2 года пандемии журналисты «Абазы» стали настоящими бойцами информационного ковид-фронта. В номинации «Информагентство» первая премия и денежный приз присуждены корреспонденту «Спутник Абхазия» Сарье Кварацхелия. Вторая – корреспонденту «Апснепресс» Дамею Касландзе. Дипломы лауреатам вручал министр здравоохранения Эдуард Будба. Когда, не боясь, учитывая то, что это красная зона, наравне заходят, делают репортажи, подходят к больным, сопереживают, выходят. Потом едут в следующее лечебное учреждение по ковиду, начиная от Гудаутского ковидного госпиталя, Сухумского и так далее по регионам. Хотел бы еще раз сказать слова благодарности всем журналистам, даже те, которых сегодня рядом здесь нет, но они всегда с нами. Кроме того, Союз журналистов Абхазии удостоил специальным дипломом еще одну нашу коллегу, журналиста АГТРК Налу Мукба, за телефильм «Пациент». Спасибо Союзу журналистов, что эта организация действительно стала площадкой, которая защищает интересы журналистов. Пользуясь случаем, хочу медиков и всех причастных тоже поблагодарить, потому что при всей занятости они находили время с нами общаться.
Спасибо им огромное. Дипломы были также вручены Лиане Кварчеле за цикл теледискуссий «Битый час», заведующей лабораторией НИИ Пита Лисимату за информационное сотрудничество, и Борису Барцец как представителю благотворительной организации «Мы вместе». Денежными сертификатами и подарками поддержал обладателей диплома в ресторан «Эрцах». На вечере звучало много слов благодарности в адрес журналистов, операторов, медиков и всех неравнодушных, принимающих участие в борьбе с пандемией коронавируса. Эсма Голандзе, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Союз композиторов Германии включил в список лучших премьер года 8 композиций нашей соотечественницы Хиблы Амичба. Хибла Амичба является полномочным представителем МИД Абхазии в Германии. Это ее основная работа, помимо преподавательской деятельности в одном из университетов Берлина. В 2014 году она начала заниматься композицией, теорией и оркестровкой в Международной передвижной академии музыки в Берлине. А уже в 2017 году была принята в Союз композиторов Германии. Поправки в Конституционный закон обсудили в Народном собрании республики. Часть депутатов парламента провела пресс-конференцию для журналистов. Парламентарии рассказали представителям СМИ о работе в этом направлении. Согласно проекту по конституционной реформе предлагается смешанная система выборов, введение дополнительных цензов, упразднение должности вице-президента и другие изменения. Однако Конституционный суд Абхазии отказал в рассмотрении данной инициативы. О причинах рассказал депутат Алмаз Джопуа. За подписью более 20 депутатов парламента данная инициатива поступила в Конституционный суд. После 3 месяцев нам наконец пришел ответ Конституционного суда, в котором они отказывают в рассмотрении данной инициативы. Должен сказать, что не в первый раз они отказывают. В течение мою бытность парламентарием и за время работы Конституционного суда конституционных инициатив у парламента было, по крайней мере, те, которые я был втянут, около 3. Не около 3 точно. Трижды парламент пытался проявить инициативу в отношении главного закона страны, и ни разу мы не получили одобрения Конституционного суда. Должен сказать, что мотивационная часть отказа, она настолько краткая, что окончательно понять ее невозможно. Описание отказа, она большая, а непосредственно отказ, он сформулирован там... Можно зачитать даже? Можно зачитать, и каждый раз, когда мы посылаем конституционные поправки в Конституцию, не соответствует главе 7. Это настолько размытая формулировка, что в целом можно подвести под нее что угодно. Сейчас детализированно не буду останавливаться, но речь заключается в том, что все отсылки к референдуму. То есть любая маленькая поправка, глава 7 это как раз регулирует вопросы, которые относятся к референдуму. Но насколько я знаю, это вообще первый раз, когда комиссия по реформам при президенте вынесла документ. Тоже была комиссия? Нет. Нет, поправки в Конституции мы обсуждали, но мы не от комиссии это обсуждали. Это была исключительно парламентская работа здесь, и администрация президента вносила свои поправки, и у нас были с ней споры, и там это была парламентская работа, которую мы, к сожалению, там ее оставили в 2015 году, она там и умерла. Партия экономического развития Абхазии выступает против различного рода агрессивных акций, призывает различные политические силы страны к мирному, конструктивному диалогу по всем актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Как отмечается в распространенном заявлении, будучи убежденными в необходимости и полезности конструктивной оппозиции, члены партии «Эра» предупреждают об опасности радикализации политической борьбы. Председатель партии Тея Арш с сожалением констатирует наметившуюся тенденцию нетерпимости к чужой точке зрения, непопулярности политической культуры, отмечается в заявлении. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициня находится в Донбассе. В ходе поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской народных республиках, а также проведут благотворительную акцию, в ходе которой донбасские дети с ограниченными возможностями физического развития получат подарки из Абхазии.
Сотрудники ПСО города Сухум провели инспекционную проверку мест продажи пиротехнических изделий. В частности, были проверены торговые точки в районе Центрального рынка, площади Свободы, у главной новогодней елки. По словам сотрудников столичного поисково-спасательного отряда, существенные нарушения были выявлены в специализированном магазине по продаже пиротехники в районе Центрального рынка. Отсутствовала пожарная сигнализация, не было первичных средств пожаротушения. Не было также информационных стендов, которые предоставляли бы информацию покупателям о правилах продажи, хранения и эксплуатации пиротехнических изделий. По данному факту проверяющие составили административные протоколы на предмет устранения наличествующих нарушений, сообщает пресс-служба МЧС. Из-за нагрузок на электросети происходят частые перебои с электроэнергией. В этот раз не выдержал кабель 10 киловольт в районе турбазы. С вечера 26 декабря на месте работают специалисты. Найти причину поломки было сложно, говорят специалисты. Для прокладки нового кабеля в районе 14-й средней школы вырыли траншею. Основные работы будут проведены во вторник, 28 декабря. В чем причина была? Перегруз. Перегруз. Явно этот кабель на такие нагрузки не рассчитан. Здесь 1,8 подстанций сейчас без света, но это было пару дней тому назад. Такая же проблема была именно с таким кабелем. Он тоже был в ремонте, из-за этого света не было. Вчера вечером опять он подвел наш этот кабель. На месте с какими сложностями вы сталкиваетесь? Ну, сложности в том, что просто найти место обрыва очень трудно, долго искать. С ночи почти люди не спали, кое-как нашли, место определили, уже легче. Сегодня будет свет? Свет, конечно, будет. 269 человек получат материальную помощь от администрации Сухума. В преддверии Нового года Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям, инвалидам с детства до 16 лет, а также инвалидам-колясочникам. Тем временем в мэрии Сухума принимали юных граждан. К елке в администрации столицы пригласили 11 детей-сирот и их опекунов. Им вручили новогодние подарки, материальную помощь лично от главы столицы. Репортаж пресс-службы столичной администрации. В преддверии Нового года в столичной администрации поздравляли юных сухумчан с наступающим праздником. К красивой елке, установленной в фойе администрации, пригласили 11 детей-сирот и их опекунов. Я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать в первую очередь крепкого здоровья. Пожелать вам, чтобы вы хорошо учились. Потому что хорошие знания вам дадут возможность быть хорошими, большими, полноценными членами нашего общества. Несмотря на то, что вы растете в особых условиях и так далее, мы все это понимаем, поэтому вот такие от нас будут пожелания для вас. В первую очередь, конечно, здоровье. Слушайте тех, кто вами занимаются, помогают вам расти, набираться жизненного опыта. Хорошо учитесь. И будьте здоровы. Глава Сухума вручил детям новогодние подарки. Беслан Эшба также каждому ребенку подарил по 5000 рублей из личных средств. Замира Гоги воспитывает 4 внуков, оставшихся сиротами после трагической гибели их родителей. Как поделилась бабушка, одному из них требуется помощь логопеда, так как, став свидетелем трагического события в семье, у ребенка появились проблемы с речью. Самому младшему Алану Ласуре было всего несколько месяцев, когда не стало мамы и папы. Его старшие братья Леон и Иснат у новогодней елки прочли стихи. К Новому году распоряжением мэра многодетным семьям, инвалидам с детства до 16 лет и инвалидам-колясочникам выделена единовременная материальная помощь. Из резервного фонда администрации на выплаты направлено более 800 тысяч рублей. Адресную помощь получат 269 человек. Амра Амич, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» поздравил своих подопечных с наступающим Новым годом. Акция «Стань Дедом Морозом» проводится уже 9 лет подряд и при поддержке граждан страны, сотрудников и волонтеров фонда. В этом году акция охватила 60 подопечных фонда до 11 лет, желания которых благодаря неравнодушным людям сбылись. Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки, подарки и фотосессия. Цель акции была достигнута. Дети получили массу положительных эмоций и, самое важное, они на мгновение забыли о своих болезнях. Также по уже устоявшейся традиции «Ашана» подвела итоги работы уходящего года. В рамках акции «Спасем жизнь вместе» нами было собрано более 11 миллионов рублей, оплачено 72 курса лечения 57 детям. На административно-хозяйственную деятельность было собрано более 2 миллионов 600 тысяч рублей. В рамках мобильного приложения Туба нами было закрыто 7 сборов, было собрано более 600 тысяч рублей. Это наш совместный результат. В конце года также по традиции год завершился нашей самой любимой предновогодней акцией «Стань Дедом Морозом». В этом году приняло участие в акции «Спасем жизнь вместе» 60 подопечных нашего фонда. Это дети, которые не старше 11 лет, которые все еще верят в Деда Мороза, в новогоднее волшебство. Все подарочки, которые они просили, все сюрпризы на Новый год от Деда Мороза, каждый получил. Некоторым Дед Мороз привез лично домой, некоторых мы пригласили в Сухум, у елочки красочной подарили подарочки. Дети счастливы, а мы со своей стороны благодарим всех, кто в течение года помогал нам ежедневно, отправляя СМС, поддерживал добрым словом, делал репосты, публикации. В этом году также к нашей акции «Стань Дедом Морозом» присоединился фотограф, большой друг нашего фонда Эльза Джанва, которая предложила сделать благотворительную фотосессию нашим подопечным у елочки, чтобы фотографии красочные остались на память. Спасибо всем. Волшебство в подарок. Ежегодно благотворительная общественная организация «Киараз» при поддержке сотовой компании «Аквафон» организовывает акцию «Ассир Хамтаз» для подопечных семей фонда. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабы акции сократились, да и сам формат изменился. Но она все же состоялась, подарив подопечным благотворительной организации ощущение новогоднего праздника и веселья, которое наполнит их сердца теплотой и верой в чудеса. Репортаж Шазины Ханагуа. Кристина Энглас – мать-одиночка. Она воспитывает 3 детей. Старшей дочери 15 лет, у среднего ДЦП, а младшему всего 2 годика. В рамках акции «Ассир Хамтаз» семье подарили стиральную машину, которая была им очень необходима. Очень нужна была, потому что у меня ДЦП ребенок, он все всегда под себя делает. А без машинки зимой, тем более, это все вручную. Мы очень довольны, очень вам благодарны, что вы помогли нам насчет машинки. Спасибо вам огромное. Лариса Лежова живет в Очимчире. Она одна воспитывает 2 детей. Старшая учится на повара-кондитера, а младший сын болен. В семье не было стиральной машины, и матери приходилось стирать вручную. Я вон лоханкой стирала. Мальчик у меня под себя ходит. Вот, и мне, конечно, необходима была эта машинка. Спасибо большое всем. Он инвалид детства, у него, как сейчас сказать, с головой, отстает. Ездили мы за пределы Республики Абхазия, я его возила, но надежды не дали никакой. Спасибо огромное, клянусь, дай Бог вам всем здоровья, всем огромное, кто принимает помощь, такую оказывает. С наступающим вас Новым годом, дай Бог, чтобы в ваших семьях, в вашем доме было всегда самое главное здоровье, тепло, доброта, дай Бог. Стиральную машину также подарили семье Лагинзе в селе Ктол. По словам матери Дианы Шанава, техника была очень необходима. Старая вышла из строя. 7 детей в семье – это немало забот и проблем. И, конечно, для многодетной семьи такая помощь бесценна. Ассир Хамтаз – одна из самых масштабных совместных акций благотворительной организации «Киараз» и «Аквафона». В этом году было принято решение передать стиральные машины в количестве 6 штук для
для социально незащищенных семей, находящихся на попечении фонда. Приобретено 5 стиральных машинок автомат и 1 стиральная машина полуавтомат, так как в семье нет в доме вообще воды, и приобретать им стиральную машинку автомат не было смысла. 2 семьи уже получили свои стиральные машинки, им они были отправлены буквально пару дней назад. Сотовая компания «Гвафун» – официальный партнер благотворительной организации «Кераз», ежегодно поддерживает акцию «Ассир Хамтас». В этом году компании было выделено 100 тысяч рублей для реализации данного проекта. С 2015 года компания «Гвафун» и наши друзья, наши партнеры «Кераз» реализуем различные социальные проекты. Один из главных проектов является «Ассир Хамтас». Каждый год перед Новым годом мы осуществляем развоз по семьям подопечных «Кераз», и мы передаем различную бытовую технику. Если в прошлом году мы дали обогреватели, то в этом году мы приняли решение передать стиралки, так как есть где семьи, многодетные семьи, мы посчитали нужным, что именно стиральные машины им пригодятся. И вот мы надеемся, что данной акцией мы поднимем новогоднее настроение этим семьям. И хотелось бы, конечно, пожелать им всяческих благ в наступающем году. Конечно же, хочу еще раз поблагодарить наших друзей, наших партнеров «Кераз» за их неустанные усилия в помощь нуждающимся семьям. Акция «Ассир Хамтас» в очередной раз подарила семьям праздничное настроение, а главное – сохранила веру в настоящее новогоднее чудо. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Еще одна акция в преддверии Нового года. Госкомитет по делам молодежи и спорта оказывает помощь молодым многодетным семьям. Как сообщается на сайте ведомства, специалисты Госкомитета посетят молодые многодетные семьи, проживающие в селах республики. Им будет передана бытовая техника, детям новогодние подарки. Всего планируется поздравить 90 семей и 400 детей. Завершится акция 29 декабря. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагарского районного суда. 2 вакантные должности. Прием заявлений осуществляется в Министерстве юстиции с 28 декабря по 10 января включительно. Телефон для справок 229 44 90. Каждый год продуктовый магазин «Гулливер» в Сухуми радует посетителей большими скидками, чтобы дать возможность людям сделать праздничный стол и красивым, и экономным. Не стал исключением и нынешний год. Кроме того, для участников акции предусмотрен розыгрыш. Аманда Поня расскажет подробности. Необходимые продукты к новогоднему столу по самым низким ценам. Магазин «Гулливер» проводит акцию, где каждый из вас может испытать свою удачу. А главный приз – бытовая техника. Условия очень просты, просто повторяйте за мной. Беру с собой большую тележку. На полках магазина с необходимыми продуктами к празднику я вижу желтую этикетку с ценника. Именно так оформлены продукты, которые выдаются по акции. Здесь есть напитки, консервированные продукты, филе, икра и прочее. Продавец вбивает и выдает мне чек на сумму 5000 рублей. В преддверии Нового года мы в очередной раз проводим акцию «Удар по ценам», которая для нас уже стала традицией. Наша акция носит также социальный характер, так как мы постарались выбрать именно тот перечень продуктов, который необходим для праздничного стола. Также чеки свыше 5000 будут участвовать в розыгрыше бытовой техники. И, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и мира. Словом, на блюдо к новогоднему столу можно не экономить. А самая главная акция «Удар по ценам» сопровождается приятнейшим розыгрышем, где каждый может выиграть бытовую технику. А 1 января имена победителей будут озвучены в прямом эфире в сети Instagram. Я тоже решила принять участие в розыгрыше. Заполнила заявку со своими данными, чтобы со мной могли связаться. Закидываю бумажку в ящик. Все очень просто. Испытайте удачу и вы. Акция началась 25 декабря. В магазине уже много покупателей. Услышали о низких ценах и приезжают даже из других районов Абхазии.
Очень приятный магазин. Мы всегда сюда приезжаем, заезжаем. Мы сами с Нового Афона. Я всегда, когда в Сухом попадаю, всегда сюда приезжаю. Очень шикарный магазин. Потому что всегда очень организовано, всегда очень приятно, всегда можно что-то спросить. Очень хороший ассортимент, хорошие цены. И, в общем-то, очень приятно сюда заходить. Вот я живу на Пятачке, но мимо не проезжаю. Редко сюда захожу, мне не по пути, а в том конце района живу. Ну, сейчас вот из-за акции решили заехать. Все-таки сейчас с рынка едем немножко, мне кажется, тут подешевле, чем на рынке. Вот, сейчас, наверное, отоваримся. Удобно, все можно выбирать. Дай Бог, что у нас в Абхазии часто вот такие магазины были. Большое спасибо, с праздником вам. Я вот здесь живу рядом, вы не представляете. Бегу сюда, поехала на рынок, пришла оттуда с пустыми карманами и с пустыми сумками. Все здесь затарилось и ушла. Вы не представляете, какие уступчивые цены. И, кстати, они прислушиваются к покупателям и ставят цены от минимальной до той цены, которая по карману каждому бьет, допустим, или не бьет. Принять участие в розыгрыше может любой желающий. Кто-то может забрать с собой холодильник, пылесос и стиральную машинку. Этой возможностью может воспользоваться каждый из нас. Аманда Поня, Арина Гухава, Абхазское телевидение. А в завершении выпуска о погоде. Во вторник, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.